Я дасылаю вітанні заўзятарам наших традыцыйных вандровак у нетры краіны. Месца дыслакацыі па-ранейшаму Любаньшчына. Кіруемся разам наперад у мінулае. Гэтым разам мы даехалі да вёскі Дарасіно, і я збіраюся знаёміцца і натуральна знаёміць вас з яе гісторыяй і песенным матэрыялам. А вось для каго мы сегодня будем выбирать песню, докладно ведае Юрась Вашук. Добрый день, конечно, знаю, это белорусский исполнитель Денис Лис. Именно с ним мы сегодня будем отслушивать и выбирать подходящую для нас песню. Здравствуйте. Денис Лис – эстрадны выканаўца, аўтар больш за паўсотні песняў, выкладчык Віцебскага дзяржаўнага каледжа культуры і мастацтваў, прадстаўнік ад Беларусі на міжнародным конкурсе маладых выканаўцаў краін СНД «Дельфійскія гульні». Рыхтуе выпуск дэбютнага сольнага альбома «Адлюстраванне кахання». Я убегал в пустые сны, ты за все меня прости. А ў вёсцы Дарасіно нас гасцінна сустракае калектыў, які называецца вельмі мілагучна – «Кацярынка». Добрый день вам. И давайте, кто мне расскажет, як давно вы так называетесь, чему вы так назваліся? У меня была бабуля, Кацярына ее звали, Кацярына Павловна Лішэўская. И она спевала у коллективе, и мне передала несколько песен. Вот я в память об своей бабуле назвала свой коллектив. Приехали сватаки, блудили в чистом поле, дорожечку сгубили, да питали, что идет стоя, славное село Дарасино. А это вся песня уже? Так, это такая песня, такая коротенькая. А, я просто думала, что, ну, звычайно у вёсках спевают такие песни, ведаете, уже авторские, некие мясцовые там композиторы, поэты пишут, и они уже спевают такие, славят свою вёску. А у вас такая, я так разумею, весельная песня, или тем не менш уже вёска узгадывается у ёй? Всю, кого веселье, всюду пели. Весельные, но наше село Дарасіно, оно отличается от всех песен. Вот свадебных, где какие песни не спеваются, наши песни вообще такие тягучие, такие плавные и вельми хорошие. Нехай лихая, я сама такая, я тому медведю солодинуки, но я свою нехай тая медведю солодину смокче, нехай моя свекровкою перелягу, яна буде квахтати, то я буду мовчати, яна буде говорити, то я буду норовить. Ну, Денис, вот такая песня предложена. Я думаю, что из цикла «Камаедицы» праздника, наверное, песня. Так, минуточку, откуда такие познания в фольклоре? Сам фольклорист. Есть что обсудить? О! Аплодисменты! Браво! Молодец! Мы ў вёсцы Дарасіно Любаньскага района. Існуе некалькі версій, чаму яна так называецца. Па адной з іх назва пайшла ад прозвішча пана Дарасінца, які быў упраўляючым у князя Радзівіла. Па другой, Дарасіно – гэта дарога на сена. А яшчэ адна легенда сведчыць, што пры Пятры I у Дарасіно з асіны выраблялі заклёпкі на бочкі і перапраўлялі ў Пецярбург. Гэта абыходзілася вельмі дорага. Таму Пётр сказаў, што тут вельмі дарагая асіна.
а мы гэтым разам у гасцях у калектыва, які прыгожа называецца «Кацярынка». Ехал селенка, даю поле рати, загадал ён Кацярыне, да я бегатавати. Аре, селенка, дай на шлях позирае, Кацярына не лгае. Арав селенка, да зелёнага луга, дай мне краён свае волы, да з дубовага луга. Моя мама когда-то жили, было 22 человека в одном хате. Жили. Это все дети, там внуки? Дети, внуки, правнуки, деды, прадеды. Мамина мати брали его холодно, спадок водрину и шли. Да, это гробовое полено берут между собой и кладут. И чтобы было тепло у вадрине, уже зимой спать у вадрину. Перш дети кормят, тогда мужчины, а тогда жанки. Ну, а тоді після свиней. А тоді свиней заганяють до хату. Так і було. У хату свиней? Вася, корыто стояло. А куру под печку, лежишь на печи, а певец это ку-ку. Вставай, да? Ні, тученька моряки, ще дождики де, ой, казак да морощи, що вечора йде. Казак да морощи, що вечора йде, ой, добрий вечір каже, і ручку дає. Добрий вечір каже, ще й ручку дає, ой, милая Маруся, порадуй мене. Ну, а вот что по поводу этой песни, как фольклорист, Эта песня можешь очень сказать? интересная, на самом деле, очень хорошие, интересные такие аутентичные ходы. Но как-то вот она больше такая вот, не знаю, скажем так, ну для меня это как больше слишком балладная. Кажуть, неподалеку ад вёскі Дарасіно ёсць святы калодзеж. На свята Макавею ад гэтай царквы да яго ладзіцца крэсны ход. Зараз гэтая крыніца ўяўляе сабой азярцо дыяметраў каля 10 метраў. Паводле падання, тут з-пад зямлі б'юць 120 ключоў. Вада ледзяная, але кожны стараецца тройчы перайсці праз азярцо туды і назад. У канцы 19 стагоддзя ў святочны дзень каля крыніцы збіралася па некалькі вазоў ахвяраванага палатна. Гэтым разам мы завіталі ў вёску Дарасіно Любанскага раёна, дзе нам спявае прыгожыя старадаўнія беларускія песні гурт, які называецца «Кацярынка». Ой, о поле вастаец, ой, о поле вастаец, тарарарай, рай, вастаец, под явором камень лежит, под явором камень лежит, тарарарай, рай, камень лежит, с-под каменя вода бежит, с-под каменя вода бежит, тарарарай, рай, вода бежит. Ну, Денис, а как тебе тарарара? Вот я так легко это поют, так настолько интересно сделано, очень хорошо поют. Накрыл очи китайкою, накрыл очи китайкою, тарарарай, рай, китайкою.
Вось слухаю кожную песню, нідзе раней не чула, нават у вас там у суседніх вёсках усе песні адрозніваюцца. Але ж хацела запытацца, накрыў вочы кітайка. Кітайка гэта што? Кухайка. Кухайка. Куртка такая. Куртка такая. Не, все равно не такая, не куфайка. Там китайки это специально какие-то, и шили они были с шерсти. Не шерсти, Тут вот с карманами. с кожаные китайки. Они не шерстяные, они кожаные. Обшитые такие, знаете, вот эти корсеты, они такие были, с этими вот даже у пояса такие. С толкашами такими, это китайка, а не куфайка. А чаму их так называли китайка? Ну, наверное, что, может, откуда привезли название такое, где-то, мол, носили такие другие люди. У нас же, это же песня. Сухие мы с толкачами были. Вот только нашили такого. Таўкачыну для мяне гэта нешта, што чым можна таўчы, а у вас што такое таўкачы? А это назывались-то вот так кожух, тут так подталенный, а сквозь прямо... Вот, это же вот корсет, вот самый, вот где-то тут вот у нас вот сзаду вот подшитые такие вот. А вот тут кожухи были такие, подшитые кожухи. И китайки такие и были. Толстые. Красивые были кожухи. Ой, у нашего Данила еще теперь есть такие. І цёплыя, зараз... Овчина. Ходила девка по лугу, да ходила девка по лугу, по лугу, по лугу, по лужечку, по лугу, да по лугу, да укусил комар за ногу, да укусил комар за ногу, за ногу, за ногу. За ногу, да за ногу. Пошла девка на село, пошла девка на село, на село, на село, на селечко, на село, да на село. Да наняла девка косору, да наняла девка По губернской реформе 1796 года земли вёски Дарасіну належали Радзівілам, а пазней уваходзілі ў склад маёнтка князя Вітгенштейна. У 1841 годзе ў Дарасіно будуюць Спаса-Преображэнскую царкву, а ў 63-м у асобным будынку адкрываюць народнае вучылішча. У вёсцы жылі і працавалі вядомыя ў краі майстры-ганчары. Тут выраблялі паліваны кухонны і сталовы посуд, цацкі. Ганчарныя вырабы рабілі са светлага альбо светла-чырвонага глею ў спалучэнні з празрыстай альбо зялёнай палівай. Вырабляўся таксама чорна-задымлены посуд. Ну а калі вы далучыліся да нас толькі зараз, хачу вам паведаміць, што гэтым разам мы дабраліся да вёскі Дарасіно ў Любанскім раёне. І нас гасцінна сустракае калектыў з мілагучным назовам «Кацярынка». За снягамі, за беленькімі, за дажджамі, за холоднымі, дождь карманцы ў госці я позднилася, да едучая позднилася, на дороге становилася, да Юлеся ночевать стала, соловьями размовляла. Полети ты в мою сторону, дай накажи моему батюшке,
свекратка, дай напечерить. Вы разумеете, што мы не маем магчымасці паказаць вам увесь запісаны матэрыял цалкам. Таму пры жаданні вы можете зайсці на сайт тэлеканала Беларусь2.by у архіў праграмы «Наперад у мінулае». Прыгожая песня. Свякратка, это так свякроўку у нас? Да. Свекроў и свекратка и свекроў. Свекар и свекроў. Я вот помню, дядьку Алеша женился. Привозят молодую, а там горшку таких вон навешают на плот. И пужаются, и бьют у стены этими горшками. Пужали молодую. А на что ее пужать было? Ну, там пужали, потом если приходит уже, батька приезжает за этими, и сваты это привозят, это приданное. Так молодую выводят, там несколько раз, их передают разные эти. И пеец тогда попытай мол уточки, что позябли лапочки, а что же это за дитятку, что скучила без мамочки. Так и на фартух, и уже кто что ей кладет там, а кто сухарик, кто гроши, а кто туфли какие положить. Ну так все равно 3 раза, может, 4 выводят еще других. Покуль выведут молодую, покуль молодая. Еще переоденуть бабу обыякую. Такое вот дитя. У нас же Доросино женили так, да и покажут, скажут, Байструком уже. Сусіда нашого, так? Ой, ты солнце, да солнце я, ясное, да чего ты раненька Песня хорошая. Ты знаешь, я эту песню знаю. Я ее Ты знаю, знаешь эту да, песню? я эту песню знаю, и я скажу тебе больше, что эту песню вообще я не вижу в таком другом ключе, в более таком осовремененном. А поздненько до закати елася, да на меня мамочка Видно, что чувствуется, что это Минская область, потому что это как бы их опевания такие. Эту песню хорошо знающую, причем как лет уже 7, наверное. Эта песня чисто, понимаешь, аутентична настолько, что ее делать музыка, это, мне кажется... Согласен. Она очень красивая, очень конкурсная песня, сказал бы даже. Но как-то вот я не вижу ее в таком современном ключе, знаешь, там... Угу. Ну, тогда, наверное, все-таки мы остановимся вот на той понравившейся. Да, про Явор. И сделаем что-то такое современное, интересное. Да за ты ляса, да ляса, умные, да за ты садики вишневые. Выдатна. Я вам, па-першае, хочу падзякаваць за тое, што вы нам праспявалі такія цудоўныя песні, бо я такіх, насамрэч ніколі не чула. Хацела вам падзякаваць за вашу, ад вас просто святло і цеплыня вы вылучаеце. Вось. І здароўя вам моцнага, і каб заўсёды вы спявалі, бо песні у вас цудоўныя. Вось такі цікавы музычны матэрыял запісалі мы ў вёсцы Дарасіно. Я мушу з вами развітацца, а далейшую работу над абранай песняй працягне Юрась Вашчук. Это программа «Наперед у минулое». Я вместе с Денисом готов приступить к творческому эксперименту, и мы начинаем запись вокала. Ой, у полі Явор стоїть, ой, у полі Явор стоїть, ой, у полі Явор стоїть. Та-ра-ти-та-ти-та-та. Потянешь эту высокую нотку, и с нее по мелизмам сползешь. И как раз во вступление войдем. Сейчас покажу.
Денис очень здорово обращается с мелизмами. Не каждый вокалист это умеет делать. Мы с Юрой выбрали эту песню, потому что она очень лаконичная, очень динамичная, с долей сарказма, с долей шутки, веселья, такая прибаутка такая легкая. Она мне очень понравилась, на самом деле, и я хотел бы ее спеть. Наклал огню и улегся спать. Наклал огню и улегся спать. Наклал огню и улегся спать. Тара-тита-тита-тита-тара-тита-тита-та. Да, здорово. Молодец. Ну что, друзья, белорусский фольклор уникален, потому что он сочетается даже с американскими ритмами. В моих представлениях эта песня должна была быть немножко кантри, может быть, где-то с гитарными элементами, где-то немножко с усилением, где-то баса, скажем так. Вокально интересно, многоголосно спетая, ну, в качестве бэк-вокала, конечно, еще к тому же. Но когда я пришел на студию, и мне Юра показал, что это и как это, вы знаете, мне намного больше понравилось, и мои представления сразу ушли на нет, потому что Юра сделал очень достойный, хороший материал. Там казачек коня пасе, тара-тита-тита-тита-тара-тита-тита-та. Ну вот, на мой взгляд, получается довольно интересная работа. Переработанную версию народной песни «Ой, у поля явор стоит» вы сможете услышать буквально через минуту. Я же говорю вам пока и увидимся ровно через неделю. Ой, у поля явор стоит, ой, у поля явор стоит. Дорогие женщины деревни Дарасино, спасибо огромное вам за то, что вы сегодня показали мне свое творчество, свою манеру, свои интересные какие-то виды изложения песен. На самом деле для меня это очень большое открытие, и спасибо огромное вам, потому что я буду слушать вас не один раз, поверьте мне, я уже вас слушаю постоянно в плеере. Но то, что вы показали, и то, что как вы спели, спасибо огромное вам. Держите это в себе и раскрывайте это своим внукам, правнукам. Давайте больше таких песен народу. Ой, у полі явор стоит, ой, у полі явор стоит. Под явором камень лежит, под явором камень лежит, под явором камень лежит. Там казачек коня пасе, там казачек коня пасе. Тара-тита-тита-тита, тара-тита-тита, там наклал огню и улегся спать. Наклал огню и улегся спать. Наклал огню и улегся спать. Тара-тита-тита-тита. Накрыл в очи китайкою, накрыл в очи китайкою, чорнобривой дівчинкою. Тара-тита-тита-тита, тара-тита.